Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Соцсети Джабхат ан-Нусры сообщают, что Россия нарушила свое обещание не бомбить и мешает им наступать на западное Алеппо. Кстати, все бомбежки и обстрелы в Мосуле организованы таким образом, что население не чувствует себя в опасности. Организаторам выставки «Экспо в Астане», которая будет посвящена альтернативной энергетике, не хватило денег на солнечные батареи и ветряки. Удивлять посетителей решено вакуумными туалетами. Это, знаете, в принципе, как в самолетах. То есть она позволяет до 6 раз экономить воду. Пробка на новом Великом Шелковом пути. Из-за анархии в украинских портах доставка грузов из Европы в Азию в обход России почти сорвана. Сроки поставки уже давно сорвались. Новое землетрясение в Италии оставило без крова 15 тысяч человек. Разрушены уникальные памятники архитектуры и несколько тысяч домов. Толчки очень интенсивные. Такой интенсивности не было уже много лет. Жители Кыргызстана учатся зарабатывать на Инстаграме. Некоторые любительские стартапы уже сделали своих владельцев состоятельными людьми. Летом я начала получать оптовые заказы из магазинов. Заказов поступило на 2 месяца вперед. Сирийские повстанцы сообщают в своих социальных сетях, что российская авиация нарушила свои обещания о гуманитарной паузе и вновь наносит авиаудары по наступающим на западную проправительственную часть Алеппо совместным силам Джабхат ан-Нусры и Сирийской свободной армии. Вы видите кадры из соцсетей боевиков, которые распространяет агентство Рейтер. На них, как утверждается, российские авиаудары по западным районам Алеппо, которые удалось захватить накануне боевикам. Между тем, в западном Алеппо, который до последнего времени оставался относительно мирной частью города, идут ожесточеннейшие бои между повстанцами и войсками Башара Асада. Правительственной армии пока приходится обороняться от превосходящих объединенных сил боевиков. На фоне этих боев опять развернулась острая полемика между США и Россией по поводу бомбовых ударов по террористическим группировкам. Россия настаивает на том, что имеет полное право бомбить Джабхат ан-Нусру в Алеппо, так же, как США бомбит ИГИЛ в иракском Мосуле. Мы создали коридоры, по которым могли выйти все мирные жители, которые того захотят. И 2 коридора были созданы для боевиков. Нас тогда, американцы, очень сильно критиковали, говорили, что это похоже на этническую чистку. И вообще, куда уйдут боевики, потому что у многих там семьи, родные очаги, дома, скарб там домашний и все прочее. Вчера я спросил у Джона Керри по телефону, как насчет Мосула. И я спросил у Керри, а вот как насчет того, что вы призываете мирных жителей уйти от своих очагов, с насиженных мест, от своих домов? Он говорит, это совсем другое дело. Это я серьезно говорю. Я говорю, почему? Ну вот в Мосуле мы заранее планируем, а вот в Алеппо у вас там все как-то не спланировано, и мирные люди страдают. Но оценки ООН заключаются в том, что если операция в Мосуле, а она, судя по всему, пойдет, как планировали, состоится, то количество беженцев из этого города, которые убегут из своих домов и от своих очагов, может достичь от нескольких сотен до почти 1 миллиона человек. У администрации США совершенно противоположное мнение. Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сравнивать действия России и Америки, цитата, «непростительное оскорбление». Министр Лавров сказал, что бомбежки Мосула и Алеппо — это почти одно и то же, но это совсем не одно и то же. И сравнивать их — это откровенное оскорбление. Я имею в виду, что Алеппо осаждает преступный режим Асада при поддержке России, а Мосул осаждает целая международная коалиция. Да, в Алеппо есть боевики Аль-Нусры, но их там мало. В Алеппо имеет место специальное нацеливание на невинных гражданских лиц и мирных оппозиционеров, а также на инфраструктуру, больницы, школы, которые уничтожаются, в то время как в Мосуле авиаудары очень точные.
И кстати, все бомбежки и обстрелы в Мосуле организованы таким образом, что население не чувствует себя в опасности и даже приветствует наше наступление. Они даже могут остаться в своих домах, если захотят. Таким образом, различия огромны и велики. Любые предположения российского правительства, что это одно и то же, смехотворны. Тем временем битва за иракский Мосул, похоже, вступает в решающую стадию. Оттуда приходят сообщения, что подразделения иракской армии вышли на окраину города и даже отбили у ИГИЛ здание телецентра в одном из промышленных районов. Боевики, в свою очередь, пытаются тысячами сгонять в Мосул население пригородов, чтобы использовать его в качестве живого щита. Как сообщают представители ООН, американской авиации удалось остановить колонну грузовиков, в которой террористы перевозили почти 25 тысяч человек. Но половина машин все-таки прорвалась со своим грузом в Мосул. Также в преддверии штурма из города начался массовый исход тех жителей, которым все же удалось сбежать от ИГИЛ. А в освобожденных от ИГИЛ населенных пунктах уцелевшие жители рассказывают, как с ними обращались джихадисты. 3 молодых мужчин-добровольцев вошли в дом, взяли иконы отсюда и отсюда, все забрали. Они взяли распятие и встали в дверях. Они хотели, чтобы я подошла и плюнула на крест. Я подумала, боже мой, я плакала в душе, но не могла показать этого. Они забрали иконы с Девой Марией, Иисусом и все маленькие иконки. Они потребовали, чтобы я наступила на них. Я подумала, о, Мария, я наступлю на тебя, но ты знаешь, что в душе я не хочу этого. Так что я наступила, но они потребовали, чтобы я еще и растоптала. В Таджикистане с 1 ноября введен лимит на подачу электричества. Ограничения, правда, не коснутся Душанбе, областных центров и крупных промышленных городов. Без света, как обычно, останутся жители кишлаков. Национальный энергохолдинг заявляет, что это связано с тем, что приток воды в водохранилище ГЭС резко сокращается, а других источников энергии у Таджикистана нет. Все надежды жителей республики связаны с будущим пуском Рагунской ГЭС на реке Вахш, перекрытие которой состоялось на днях. Как сообщают итальянские строители, первый энергоблок станции заработает уже в 2018 году. И тогда ситуация с электроснабжением в Таджикистане может кардинально измениться в лучшую сторону. Сотни грузовых автомобилей, следующих из Европы в Азию по маршруту «Новый шелковый путь» в обход России, застряли в украинском порту Черноморск. Работники морской отрасли Украины никак не могут договориться между собой, как же все-таки переправить машины через Черное море. В самом порту царит полная анархия. Репортаж Всеволода Ананьева. Морской порт Черноморска. Отсюда начинается украинский шелковый путь. Масштабный проект, цель которого – доставлять товары из Европы в Азию, в обход России. Сергей – дальнобойщик. Везет груз в родной Казахстан через Украину. Застрял на паромной переправе вместе с сотней других водителей. Сроки поставки уже давно сорвались, потому что уже звонят, где груз, а мы еще отсюда не можем уехать. Причину длительной задержки водителям не объясняют. Они прошли таможенный контроль. На территорию Украины вернуться не могут. Так и стоят в терминале порта, задерживая вновь прибывших. Я лично подходив до таможні. Таможня дає добро. Говорить, без вопроса можете обращайтеся у порт. В порту говорят, фуры переправляют 2 парома. Они принадлежат частной компании. Она без предупреждения перенаправила один из них в другой порт, тоже частный. Я не могу сказать эту причину, саботаж это или что это. Мы захлебнемся, у нас вообще по техпаспорту в склад помещает 40 тиров. А их уже вон сколько. Владельцы паромов заявляют, своими действиями они спасли шелковый путь. Очередь образовалась раньше. В Черноморском порту всего 2 причала. Они не вмещают все большегрузы. Но новые машины пропускают, не успев загрузить на паром предыдущие. Мы приняли решение подстраховаться и не ждать освобождения причала в государственном порту Черноморск, а пойти рядышком, всего лишь на расстоянии 1 морской мили. Украинские порты проводят погрузочно-разгрузочные работы. Поставкой судов к причалу руководит еще одно госпредприятие. Угрозы для украинского шелкового пути оно пока не видит. Мы считаем, что это вопрос коммерческого спора хозяйствующих субъектов, и мы обеспокоены ситуацией, и мы в эту тему пока вмешиваться не будем. Пока неизвестно, когда все 3 структуры договорятся между собой. Украинский шелковый путь открыли в начале года, но до сих пор
пор не утихают споры о его рентабельности и эффективности. Всеволод Ананьев, в настоящее время, Одесса. Первые 5 зарубежных стран-участников будущей выставки «Экспо-17» в Астане получили ключи от своих павильонов. Строительство международной выставки в Казахстане по-прежнему считают антикризисным проектом, несмотря на то, что с казахстанским «Экспо» связан ряд громких арестов и многомиллиардные хищения, из-за которых главную стройку республики власти были вынуждены финансировать даже из пенсионного фонда. Айнур Коскина из Астаны. Теплыми полами и вакуумной канализацией собирается удивлять Казахстан стран-участниц Экспо-2017. Девиз выставки «Энергия будущего». Однако именно на энергосберегающие солнечные батареи, ветряные мельницы денег не хватило. Вакуумная канализация здесь используется. Это, знаете, вот принцип как в самолетах. То есть она позволяет до 6 раз экономить воду. Примерно так, наверное, сейчас планировали изначально на крышу, то есть батареи, наверное, вторым этапом это будет, пока с учетом вот немножко кризиса было принято решение отказаться. Завершено строительство 5 ключевых объектов выставки: международных павильонов, экспо-городка, экспо-офиса, здания отдела внутренних дел и Центра исследований энергии. Теперь дело осталось за малым – привлечь туристов. Свое участие в выставке уже подтвердили 105 государств и 17 международных организаций. Пока не можем сказать точно, сколько у нас будет с Францией посетителей, но можем сказать, что огромная заинтересованность Франции. Мы начнем тоже с января коммуникацию более интенсивную. Изрядно уставший от хлопот по возведению главной стройки страны, председатель правления национальной компании «Астана-Экспо-2017» Ахмеджан Исимов, открывая церемонию передачи павильонов странам-участницам, подчеркнул, что строительство международной выставки стало антикризисным проектом. В процессе строительства было создано около 500 000 рабочих мест. Сколько из них пришлось на долю экспатов, Исимов не сказал. Наш проект осуществляется в непростое кризисное время, но при всемирной поддержке главы государства он стал одним из самых реальных антикризисных программ. Сейчас строительные работы продолжаются на площадке национального павильона «Сфера». По замыслу архитекторов он символизирует последнюю каплю нефти, добытую в Казахстане. И это действительно символично, потому как строительство «Экспо» финансируется из национального фонда, где аккумулируются казахстанские нефтедоллары. В 2012 году, когда Казахстан выиграл право принимать международную специализированную выставку, ее бюджет оценивался в 1 250 000 000 евро. Но в реальности строительство обходится государству намного дороже. Без учета частных инвестиций только из республиканского бюджета было выделено 530,5 миллиардов тенге. По текущему курсу это около 1,5 миллиардов евро. Из них 10 миллиардов тенге или 30 миллионов евро, как было установлено судом, похищены бывшим топ-менеджментом Астана-Экспо-2017. Чтобы залатать дыры, воспользовались пенсионными накоплениями казахстанцев. И теперь более 40 миллионов евро из единого накопительного пенсионного фонда потратят на строительство частных объектов. Айнур Коскин, Ганизат Оспанов. Настоящее время. Далее в программе. Новое землетрясение в Италии оставило без крова 15 000 человек. Разрушены уникальные памятники архитектуры и несколько тысяч домов. Толчки очень интенсивные. Такой интенсивности не было уже много лет. Жители Кыргызстана учатся зарабатывать на Инстаграме. Некоторые любительские стартапы уже сделали своих владельцев состоятельными людьми. Летом я начала получать оптовые заказы из магазинов. Заказов поступило на 2 месяца вперед. 15 000 человек в Центральной Италии остались без крыши над головой после очередного землетрясения. Сейсмологи его оценили как самое сильное за последние 40 лет. К счастью, обошлось без жертв, но есть раненые. Репортаж Рейтер. Повторные подземные толчки до сих пор ощущаются в центральных районах Италии после нового землетрясения магнитудой 6,6, произошедшего в воскресенье. К счастью, на этот раз обошлось без жертв. Власти сообщили о 20 раненых. Колебания почвы заставили тысячи людей провести ночь под открытым небом. В их числе и Рикардо Сальвини из Норчи. Я спал на улице. Мы напуганы всеми этими толчками, которые сотрясают нашу округу. Все опечалены и не знаем, что теперь делать. Трудно подобрать слова, чтобы описать то, что случилось. Сотрудники экстренных служб оцепили зоны разрушений в Норче и других пострадавших городах.
Их задача сейчас – оценить масштабы бедствия и определить ущерб, нанесенный зданием, говорит пожарный Доменико де Вита. Мы попытались спасти все выжившие объекты культурного наследия, но мы находимся в центре сейсмической активности. Толчки очень интенсивные. Такой интенсивности не было уже много лет. Колебания очень сильные, и обеспечить сохранность культурного и художественного наследия будет очень трудно. Служба гражданской обороны и пожарной охраны Италии опубликовала съемки пострадавших городов с беспилотников. В Норче превратилась в руины средневековая базилика Святого Бенедикта. Храм построен на месте рождения Святого Бенедикта и его сестры Святой Сколастики, основателей ордена бенедиктинцев и первого женского монастыря в Европе. Новым разрушениям подвергся город Аматриче, от которого и так мало что осталось после землетрясения в августе. Тогда погибло около 300 человек. Стихийное бедствие нанесло значительный ущерб городам Пречи, Виссо, Пескаро-дель-Тронто и Кастель-Сант-Анджело. По данным сейсмологов, нынешнее землетрясение самое мощное с 1980 года, когда от толчков магнитудой 6,9 погибли более 2700 человек. История, взволновавшая всю Италию. Местным спасателям спустя сутки после землетрясения удалось вытащить из-под завалов выжившую собаку. Эти кадры опубликовала итальянская спасательная служба. Ее служебные собаки, специально обученные находить людей под завалами, подали спасателям сигнал во время обследования руин в городе Норче. Но под обломками здания находился не человек, а другая собака, и она была жива. Теперь предстоит найти хозяев спасенного пса. Гражданина Грузии Тенгиза Тетруашвили, который отправился добровольцем на Донбасс, депортировали из Украины и на 5 лет запретили въезд на территорию страны без объяснения причин. Тенгиз 2,5 года воевал за независимость Украины, и таким иностранным военным президент Петр Порошенко обещал дать гражданство. О судьбе грузинского добровольца Ульяна Кондрашова. В 2014 году, как началось это все, Майдан, и потом после этого военные действия уже, взяли просто так и приехали в Украину. Помогать добровольцам в Украине. Я до этого служил в грузинских войсках. В Грузии у Тенгиза Тетруашвили был собственный бизнес и неплохой заработок, но он бросил все, когда увидел, что происходит в Донбассе. Я знал, что защищая Украину, я защищаю Грузию. Потому что если Украина падет, то последствия будут неисправимы. Это под Иловайском. Первый штурм Иловайска, да, это 18 августа, да, или 10-го. 10 августа они вот выносят раненых из БМП, как раз в тот момент, подбили. Когда он, рискуя, доставал ребят. Это сослуживцы добровольца Тенгиза из Украины. Показывают фото и видео совместных боев. О своем грузинском товарище говорят только хорошо. 13-й, это его позывной Тенгиза. Нами, грубо говоря, руководил, учил, тренировал. Все, что я могу сказать, что это очень добрый человек по своей сути, но он очень справедливый и очень строгий. Я могу сказать, что это бесстрашный воин. Вот, абсолютно бесстрашный. Вместе они прошли Артемовск, Бахмутово, освобождали Лисичанск, Попасные, выходили из Иловайского и Дебальцевского котлов. На этой войне доброволец был ранен трижды. У него есть звание почетного гражданина Попасной. Это мэр Попасной, да, ему вручил. Государственных наград он получить не мог, так как он не является гражданином Украины. В миграционной службе Украины объясняют, иностранцы, которые защищают целостность Украины на востоке страны, действительно могут получить гражданство, но при условии, что прослужат на контракте в украинской армии не менее 3 лет. Выполнивших это требование пока нет. В частности, у нас было до 30 таких случаев, в том числе 20 обращений от министра обороны и министра внутренних дел. Это за последние 2 года. Грузинский доброволец Тенгиз не только в этот список не попал, теперь он в Украине персона нон грата. Когда я уже документы подготовил на официальное оформление Национальной гвардии Украины, я должен был выехать, и по заезду в Украину я должен был в иммиграционной службе оповестить, что я уже на трудоустройство приехал. Вот тогда началось вот это. В Киевском аэропорту Тенгиза продержали около суток и депортировали назад, в Грузию. Он не был официальным сотрудником органов безопасности или армии Украины, поскольку не имел украинского гражданства. Он помогал именно как военный инструктор. Ему без всяких объяснений, даже не сообщив, что за орган запретил въезд, отказали впустить его в Украину. В
пограничной службе комментировать ситуацию отказались, ссылаясь на невозможность раскрывать информацию о третьем лице. В службе безопасности только подтвердили, Тенгизу Тетруашвили запрещен въезд на территорию Украины на 5 лет. Причина – обеспечение национальной безопасности и охрана общественного порядка. Мы попытались выяснить, почему Тенгиз Тетруашвили вдруг стал нежелательным в Украине. От некоторых народных депутатов нам стало известно, что СБУ подозревает его в сотрудничестве с органами КГБ. Какие задания выполнял Тенгиз и какие доказательства есть в службе безопасности, неизвестно. Депутат Владимир Поросюк, который тоже воевал в Донбассе вместе с Тенгизом, подозревает, доброволец в Грузии узнал много компрометирующей информации о работе вооруженных сил Украины и военной прокуратуры. Поэтому наверху от него решили избавиться. Не верю ни в какие там упреки относительно КГБ, ФСБ. Если бы человек был замешан в каких-то неправильных вещах по отношению к нашему государству, он бы не рвался на переднюю линию фронта. Сейчас Тенгиз в Грузии, пишет запросы, ждет объяснений и надеется скоро вернуться в Украину. Уляна Кондрашова, Звиат Мчедлишвили. Настоящее время. Тбилиси, Киев. Жители Кыргызстана учатся зарабатывать на Инстаграме. Там они рекламируют свои товары и услуги, получая неплохой доход. Некоторые стартапы оказались настолько успешными, что ими заинтересовались крупные компании. Шавкат Тургаев с подробностями. Сулайман и Адилет свой путь к славе в интернете начинали с обычных сюжетов об университетской жизни. Затем они усложнили задачу, попробовали делать вайны, юмористические скетч-ролики. Ай, балам, ақырына шейін ішпейсің бе? Келіншегің сұлу болбай қалар? Қойыңыз шапы, ұшқа да ішін әспе. Шынеле? Балаңыз красавчик, любой қызменке де. Апақы қатыр болу, мен кетірейін. Получилось практически сразу. Снова двое дедик. В первых вайнах играли сначала только я и Адилет. Со временем люди начали узнавать проект «Снова двое». Но потом появилась необходимость включить в него девушек. Мы с Адилетом играли по-разному, но не получалось. Поэтому поняли, что без девушек не обойтись. Поначалу ребята к своему занятию относились как к хобби, но их видеозарисовки начали быстро набирать популярность. За несколько месяцев в Instagram и YouTube на них подписались более 200 тысяч пользователей. Стали поступать выгодные предложения от различных компаний. Так хобби превратилось в неплохой источник дохода. Нам было приятно читать хорошие отзывы от людей. Со временем к нам начали обращаться компании, говорить, что наш формат новый, что они хотели бы заказать рекламный вайн или скетч. Компании начали интересоваться, и теперь у нас много заказов. Истории для новых вайнов ребята берут из жизни. Они о взаимоотношениях родителей, детей, парней и девушек. По словам Адилета, для их команды важно прежде всего сделать интересный продукт. Я посоветовал бы сначала над собой поработать. Надо сделать себя, создать образ или продукцию. И только после этого нужно думать о деньгах. Мать троих детей Салтанат Раджапова тоже быстро оценила большие возможности Инстаграма. Она шьет детскую одежду, работает на дому и выкладывает свои работы в соцсеть. Это быстрее и эффективнее, говорит Салтанат. Открыла свою страницу, выкладываю то, что шью в свободное время. Есть соглашение с одним магазином, шью только для них. Шить для других времени нет, этого достаточно. Продукцией Салтанат уже заинтересовались несколько магазинов, но пока утолить аппетиты заказчика девушки удается с трудом. Летом я начала получать оптовые заказы из магазинов. Заказов поступило на 2 месяца вперед. Мне стало трудно, это для одного человека сложно, в цехе легче. Не так давно она создала свой бренд и теперь всерьез подумывает расширять свой бизнес. Шавкат Тургаев, Айбек Кулчуманов. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.